Авары как народ в последнее время все чаще на слуху. Дело в том, что эта древняя нация сейчас активно развивается, увеличиваясь в численности, а потому уже претендует на звание основного населения Дагестана. Это один из древнейших народов данного региона, а его история крайне интересна и насыщена событиями. Как живут эти люди и как жили раньше? Об этом можно узнать, познакомившись с данной народностью поближе. Авары появились на земле Кавказа в глубокой древности, и известны под этим именем на Кавказе и за ее пределами уже с начала VI века нашей эры, а потому неудивительно, что историки не могут определить, как появился этот народ на своей исторической родине. Известно, что Аварское царство со столицей Хунзах было названо в честь прародителя нации, некого царя по имени Авар, считавшегося выдающимся героем и основоположником аварских традиций. Сам народ не считает себя одной из ветвей других древних национальностей, а потому аваров вполне можно назвать самостоятельно развившейся ветвью. Исследователи даже заметили отдаленное родство аваров со славянами, причем удивительным фактом является то, что эта связь сильнее, чем с грузинскими народами. Происхождение слова «авар» также овеяно тайнами. Одна из версий утверждает, что оно имеет тюркские корни, а в переводе означает «всесильный», «великий». Возможно, в этом есть истина, так как авары действительно зарекомендовали себя как сильный народ. Но однако у авар есть своя история образования этого названия своего народа. В переводе с древнеаварского «аварак» означает «пророк», «посланник», «мессии», «верховный». Также древнесанскритское слово «авара» имеет с аварским словом «аварак» схожее значение. Одним из самых известных исторических периодов аварского народа было становление их государства. Его народ был воинственным и грозным, нередко на территории граждане Сарира вели долгие войны с хазарами, которые были их главными противниками. Несмотря на свое лидирующее положение в регионе, в VIII веке страна попадает на какое-то время под власть арабов, которые временно устанавливают свой порядок. Но характер авар проявляется в непокорности, уже через 3 столетия этот народ вновь становится хозяином здешних мест. Благодаря тонкой политике правителей через время страна восстанавливает былой статус могучего государства. Затишье длится недолго, а новым камнем преткновения становится религия. Дело в том, что Сарир в плане вероисповедания людей был крайне неоднородной территорией. У христиан, имеющих численное преимущество, возникают конфликты с исламистами и язычниками, у которых численность меньше, но амбиций больше. Внутренние противоречия приводят к ослаблению и расколу аварского государства. Вскоре аварская земля попадает под власть монголов, а затем приходят персы-завоеватели. Местное население отчаянно сопротивляется насаждаемым религии и культуре, но все-таки некоторые их отголоски остаются и в фольклоре авар. С приходом России ситуация с положением этого народа не меняется. Разгорается Кавказская война. Немало авар гибнет в кровопролитных сражениях, но это противостояние показывает двум сторонам, что необходим компромисс. Россия полностью меняет тактику покорения земель и старается привлечь на свою сторону непреклонных жителей этих мест. Не в силах покориться тем, кто лишь недавно воевал с ними, многие представители этой национальности уезжают из родных мест. Чаще всего новым пристанищем оказывается Турция, где и сейчас живет несколько сотен тысяч авар. Несмотря на попытки сломить этих людей, авары проявили себя как непокорный и смелый народ. Они позаимствовали некоторые обычаи у других, но при этом сохранили самобытность собственных традиций и верований. Несмотря на схожесть культуры с другими кавказскими народами, у авар есть немало отличительных черт, характерных лишь для них. Самые уважаемые люди для авар – это старшие. Именно с ними молодежь всегда советуется и никогда не противоречит. В наше время нередко происходят народные собрания, где решаются важные для поселения вопросы. На них решающее слово за старейшинами общины. Согласно представлениям авар, старший человек имеет опыт и мудрость, а потому и ошибиться не может, в отличие от молодых и горячих. Во время общения со старшими авары придерживаются дистанции. Это касается не только разговора, но и расстояния между собеседниками. В беседе со старейшиной молодые люди отступают на несколько шагов.
Авары – люди с щедрой душой, свято хранящие свои традиции и воспевающие историю своего края. Их историческая судьба во все времена была непростой, но они выстояли, оставшись такими же непокорными и непокоренными,